На неделе в Госсобрании Башкортостана представили проект бюджета республики на последующий период. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента Башкирского аграрного университета, доктор экономических наук. Расул Узбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами обсуждаем, наверное, самую актуальную тему. Это, разумеется, бюджет, потому что всех это волнует. Наверное, одна из тем, которая волнует всех от мала до велика. Значимая тема, да, действительно. Соглашусь. Но, естественно, сейчас все обсуждают именно, как вам в целом представленный бюджет, проект бюджета. Да, действительно, вы знаете, резонанс слишком даже серьезный в первом чтении всего. То есть хорошо отработало правительство. Тут видно, что хорошо поработал Минфин, наш Минэк. Это действительно большая работа проведена. Бюджет сверстан, то есть доходная часть, расходная часть. Есть определенный дефицит. Безусловно, мы его сейчас будем обговаривать с вами. Так ведь надо же поговорить про дефицит. Но работа сделана огромная. Безусловно, нас ждет очень непростой период, то есть год предстоит, так скажем, интересный. Сказать, что вот эти цифры, которые мы услышали, это прямо отлиты в граните, это совершенно не так. Минфин и Минэк постоянно будут работать, поправки в закон будут вноситься и второе, и третье чтение, и дальше по году. То есть доходная часть может расти, так же, как и расходная часть. Задания могут прилетать от президента России Владимира Владимировича или от главы республики. То есть появляются новые вызовы, новые реалии, с которыми мы сталкиваемся и их будем решать. Бюджет – это как раз то топливо, которое позволяет нашему кораблю по имени Республика Башкортостан идти уверенно и надежно. А если сравнивать в целом с макроэкономическими прогнозами, да, в текущем свете, вот насколько бюджет вписывается, да, соответствует реальности? Ну вот давайте реалии – это цифры. Так ведь? Это значит 330 миллиардов доходная часть, 350 с копейками – это расходная часть. Есть бюджетный дефицит, там 20, будем говорить, плюс. И с таким бюджетом мы сегодня входим. Это реальность такова. Но, безусловно, что на то и наше правительство и работает, чтобы увеличивать доходную часть, разные изыскать возможности, то есть как раз инвестиции, открывать новые предприятия, возможности. Повезет нам, вот как в этом году в сельском хозяйстве климат свезло, значит, урожай хороший. Теперь надо его переработать. Получим дополнительную прибыль. Безусловно, задачи грандиозные. Надо повысить заработную плату нашим социальным, вот как раз социальная сфера. Там ждет нас огромное свершение, то есть действительно образовательная система, вузы. Все ждут, как говорится, вот, повышения заработной платы. Ну, еще раз... Задач очень много, и у нас, в принципе, пирог-то небольшой. Конечно, хотелось бы большего, конечно, нужно больше, но вот реальность такова. Но вполне достаточно для того, чтобы республика развивалась и процветала. И в каких темпах тоже в проекте указано, там 3-5%. Это, в принципе, выше даже среднемировых темпов роста. Безусловно, есть у нас драйверы в республике, есть у нас, конечно, проблемные зоны, без этого никак, но в любом случае наша задача республику сохранить и двигаться, и экономика это вот, ну как вам сказать, ну без этого, без промышленности, без сельского хозяйства мы не выживем. Вначале вы уже говорили о том, что бюджет сверстан с дефицитом. Есть. Почти 7%, если быть точнее, 6,7%. Насколько это критично? Ну, 20, я скажу, 20 и плюс миллиардов рублей. Я скажу, для нашей экономики это не критично. Во-первых, решаются задачи, эти деньги заняты с целью для того, чтобы решать задачи республики. Не для того, чтобы кому-то, так скажем, было интереснее и веселее, а для того, чтобы экономика, для того, чтобы социальная сфера, она оставалась на плаву и в нормальном состоянии. Деньги направлены и вложены в будущее. То есть потом, надо посмотреть общероссийские тенденции. Вы думаете, Россия не занимает денег? То есть федерация. Они тоже занимают деньги. Они понимают, как будут отдавать? Они прекрасно понимают. И наши вот Минфин, если вы придете и спросите, как же так, все-таки вот общественные слушания, предположим. Нет, они прекрасно знают. Эта налоговая нагрузка вполне посильна и вполне приемлема. Посмотрите соседние регионы.
наших соседей, я не буду перечислять, это вот, как говорится, наши ближайшие соседи, вы удивитесь, насколько у них налоговая, скажем, вот ситуация отличается от нашей. И долговая нагрузка у них в разы выше, и они об этом, знаете, не вспоминают, и об этом вот ни крики, вопли нету. То есть это обычная практика. Современная, вот мы живем в свободной рыночной экономике. В этой ситуации кредит и деньги занимать – это норма, скорее даже, чем если без долговой нагрузки. Таких регионов сегодня практически нет. Мы не Москва, не Московская область. У нас нету сверхдоходов. Мы решаем задачи населения, нашего бизнеса, нашей экономики. Поэтому появляются, кроме того, очень большие льготы для решения как раз таких проблем, как задолженность. Вот, как говорится. Поэтому, если наши власти решили занимать, значит, есть цель, куда тратить эти деньги. Поэтому не надо беспокоиться. Это совершенно незначительная сумма. А если говорить именно о тех отраслях, на которые мы делаем ставки, да, вот всегда говорили о том, что республика это аграрная, Башкортостан аграрная республика. На что бы вы сейчас делали ставку? Как думаете, вот промышленность и сельское хозяйство? Вот вы два направления отметили. Да, ну давайте вот с экономической точки зрения, с научной точки зрения пойдем. Драйвером является не сельское хозяйство. Драйвером не является социальная сфера, искусство, культура. Это все идет в русле, фарватере промышленности. Поэтому глава республики, когда интересуется, насколько мы растем, вот там 5%, там 7%, 9% было, вот мы с вами как-то беседовали, эти цифры должны всех радовать, потому что если промышленность развивается все остальное, в том числе и аграрный сектор. Без этого не бывает. То есть, если промышленность у нас падает, значит, все плохо. На сегодняшний день мы идем вполне себе очень неплохо. Ситуация-то непростая, в принципе. Нас со всех сторон, как говорится, обложили наши оппоненты, так скажем, Запада. И санкционная политика довольно ужесточается. Сегодня хочется верить, что эта ситуация как бы решится, но республика тоже добывает сырье, и ресурсами мы, так скажем, богаты. Развивать промышленность, получать высокие прибыли – это основное вот стратегическое направление, которое вот высказывает глава. Это очень правильно, совершенно правильно, с научной точки зрения. Расул Узбекович, а если говорить о том, что у нас очень большое внимание в республике уделяется именно международному сотрудничеству, вот как в этом плане инвестиционный климат у нас будет развиваться, как думаете? Ну, сейчас пока с инвестициями, вот, зарубежными инвестициями дела обстоят, ну, как вам сказать, не очень... Ровно. Да, ну, не очень весело, но я хочу подчеркнуть момент один, что есть очень положительные ростки. Какие? Во-первых, вот сейчас ожидание, что ситуация изменится, вот, и все-таки, как говорится, у нас откроются вот эти вот, будем говорить, санкционные, разрушатся санкционные ограничения. Многие бизнесмены, они ведут сегодня диалог и с федерацией, и с республикой. Как только решится вопрос определенных гарантий, решится вопрос санкционных ограничений, бизнес, зарубежный бизнес со своими инвестициями, со своими технологиями, они очень хотят к нам вернуться. Диалог был даже, как вам сказать, в кулуарах. То есть это было слышно, вот как раз на G20, вот двадцатка собиралась, значит, в Европе. В Испании, в частности, был небольшой диалог, скажем, нашего делового сообщества. Очень хотят вернуться они сюда. Это бизнес, зарубежный бизнес со своими инвестициями. Что сказать про внутренние наши силы? Сегодня у нас очень неплохо чувствуют себя наши, все-таки, вот, будем говорить, предприятия. И недостатка, такого сумасшедшего недостатка финансовых ресурсов не ощущается. Предприятия работают. Бизнес работает, прибыли получаем, магазины, полки, все переполнены товаром. То есть конкуренция просто дичайшая. Зайдите в любой магазин, вы увидите, ну, огромный ассортимент, и доступные цены, и маркетплейсы работают. И сказать, что нам вот очень нужны зарубежные инвестиции, нет, мы от них не отказываемся. Но у нас экономика развивается стабильно, последовательно, и во многом наш внутренний вот производитель, он хорошо защищен. Не надо нам много зарубежных инвестиций, мы можем повторить ошибки 90-х годов. Боюсь я этого. Но если говорить о росте зарплат,
о чем вы говорили еще в начале нашего интервью, то, разумеется, мы не можем обойти эту тему. В каких сферах, как вы думаете, возможен рост зарплат? Ну, есть поставленные задачи со стороны президента Российской Федерации о росте заработной платы. У нас растет МРОТ. Все это тащит постепенно наши все-таки заработные платы вперед. И в том числе то, что бюджет вот как раз меняется, что расходная часть бюджета, она растет, это как раз причина во многом, в том числе и причина, что раз будут расти заработные платы. Мы говорим про наших любимых, скажем, медиков, это социальная, так скажем, сфера, образовательная система. Действительно, они нуждаются в поддержке, и глава республики неоднократно высказывался на эту тему, что если мы не будем адекватно поддерживать нашу социальную сферу, мы можем утерять наши кадры. То есть просто наши башкирские врачи, они могут убежать от нас. И мы получим, так скажем, очень серьезные, так скажем, проблемы. Поэтому заработная плата в этих направлениях, отраслях должна расти. И наш бюджет сегодня, он как раз сверстан именно с учетом этих расходов. Безусловно, это социальный бюджет. Социальный бюджет. То есть мы поддерживаем социальные группы населения. Расул Узбекович, спасибо огромное, что приходили сегодня к нам в студию, немного успокоили, дали возможность сориентироваться именно во всех тех терминах, которые есть, потому что всех, разумеется, немного напрягает слово «дефицит», но самое главное, что это не так критично, это управляемая цифра. Все Совершенно верно? Так. Совершенно так. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». В студии на наши вопросы отвечал Расул Гусманов. Это доктор экономических наук. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.